Пассажирский самолет Ан-2, в народе именуемый кукурузником, уютно уместив своих немногочисленных пассажиров, мягко оторвался от земли в Сухумском аэропорту. Для тех, кто первый раз летит в село Псху, картина за иллюминатором захватывает дух. Живописные перевалы, горные массивы. В целом вид с высоты никого не оставляет равнодушным. И даже те, кто десятки раз летят этим рейсом, не устают любоваться красотами местных пейзажей. Сотрудники паспортного отделения и государственной нотариальной конторы Сухумского района здесь бывают часто. Им знакомы эти места. Маленький аэродром. Они знают поименно почти всех жителей Псхо. Секретарь нотариальной конторы Эмма Хварцкия на протяжении 15 лет прилетает сюда в рабочую командировку. В администрации села их уже ждали местные жители. Сотрудники быстренько подключили технику, которую привезли с собой, и принялись за работу. По просьбе жителей села Псху мы неоднократно в 3 года мы приезжаем делать доверенности пенсионной. Как так пенсионного возраста здесь достаточно. Мы приезжаем, выезжаем на дому к ним и делаем пенсионные доверенности. В этот день в основном пенсионеры оформляли доверенность на своих близких и родных. С тех пор, как перестали начислять российскую пенсию на карточки, почти все жители села еще не снимали деньги, так как им тяжело ездить в Сухум. Теперь, оформив доверенность на своих родственников, они и будут снимать им пенсию. Министра попросили, и что он лично взял наш паспорт и передали сюда, и вот сейчас сделали доверенность, и мне вернули вот паспорт, и теперь уже все. А сейчас вот уже не могу ездить, уже ездить муж мой за меня получает. Некоторых пенсионеров дети далеко за границей, и тогда это на племянников или на кого-то еще оформляют это, чтобы получили пенсию. У нас старики не могут выезжать, поэтому какие-то, например, завещания или что-то доверяет что-то еще на получение каких-то документов. То есть это у каждого свои проблемы, и все эти можно проблемы решить. Основная проблема села Псху – транспорт, на котором можно добраться до города. Есть, конечно, коммерческие самолеты, но дорого. Один рейс обходится в 26 тысяч. 10 пассажиров должны собрать эту сумму и отдельную плату за багаж. Некоторое время ездил автобус. Для сельчан это было удобно, но из-за плохих дорог он часто ломался и подвергал опасности жизнь людей. Со временем и он перестал ездить. Последний автобус был в августе. Вот как раз в сентябре, в октябре люди выезжают, там где-то запастись продуктами, чем-то еще-то, но, к сожалению, он сломался. А так это очень хорошее, тем более, что он не такой дорогой был. 700 рублей билет. По сравнению, тут 1500, это если когда были самолеты, 1500 надо было платить и 20 рублей груз с килограмма. Сейчас для сельчан вновь стала большой проблемой поездка в Сухум. Вот почему руководство Сухумского района и министр юстиции Андрей Барцыц приняли решение помочь жителям Псху с оформлением документов на месте. Люди выражают огромную благодарность и просят в следующий раз прислать еще и представителей соцобеспечения, чтобы была возможность проведения перерегистрации пенсионеров на месте. Министра юстиции благодарим, что, значит, направили сюда нам, нотариус нам, сюда, где пришлось ехать, делать там, значит, пенсии получать. Ну, а сейчас бы хорошо, если бы еще бы перерегистрацию бы приехали бы сюда, сделали бы, чтобы из-за того, что болезнь сейчас, вирус этот идет, чтобы мы не позаболели. Помимо оформления доверенности, в этот день сотрудники паспортного стола Сухумского района вручили некоторым жителям села абхазские паспорта. Таким образом, полная паспортизация села Псху, начатая еще в 2018 году, практически завершена. Опять-таки, из-за проблем с транспортом все необходимые процедуры для получения и обмена абхазского паспорта сотрудниками МВД были проведены на месте. Была рабочая поездка инспекторов Сухумского района паспортной службы. Они на месте приняли практически у половины населения села документы. И также в течение 2 недель паспорта были выписаны в паспортном управлении МВД Республики Абхазия и выданы также в селе Псху на месте гражданам села. Практически паспортизация в селе завершена.
70 дворов у нас тут на Псху с населением 180 жителей. К тем, кто в тот день по различным причинам не смог попасть в администрацию села, сотрудники паспортного стола и нотариальной конторы выехали домой. Устина Третьякова живет далеко от центра. Сейчас она одна дома. Сын находится в Сухуми. Женщине под 80 лет. И ей тяжело передвигаться. Она еле справляется с домашними делами. Сотрудники паспортного управления вручили ей паспорт, а секретарь нотариальной конторы оформила пенсионную доверенность. Теперь сын будет снимать пенсию для своей матери. Таких пенсионеров оказалось в селе несколько. Всех их посетили и оформили доверенности. А после завершения соответствующих процедур рабочая группа успела поставить свечи и помолиться в храме Господнем на Псху и отправилась обратно в Сухум, мягко приземлившись в Бабушарском аэропорту. Эсма Джикирба, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.